Это итоговый выпуск новостей. Расскажем о главных событиях за сегодня. С вами Василий Радченко. Смотрите в программе. Персонал Чульманской больницы после присоединения к районному учреждению жалуется на снизившуюся зарплату. Законны ли действия руководства? В Алданском политехникуме мест может хватить не всем. Спрос превысил предложение в 2,5 раза. Проблему планируют решить с помощью высоких технологий. Промышленные предприятия все активнее начинают переходить на газ. Такой вид топлива и дешевле, и безопаснее для окружающей среды. Лесные пожары угрожают селу Сватай Среднеколымского района. Огонь подступил к населенному пункту с двух сторон. По данным, на 18 часов по местному времени до него остается всего около километра. Мобилизована добровольная пожарная команда. По Среднеколымскому району с утра в связи с изменением обстановки нам пришлось дополнительно, мы подняли воздушное судно по заявке службы спасения и доставили в поселок Сватай дополнительно 21 человек добровольцев, дополнительно шансовые инструменты, также ранцевые огнетушители и дополнительно мотопомпы. В поселке Сватай дополнительно мобилизовано более 100 человек и работают на пожаре. По ситуации Алеппокёль, в принципе, ситуация тоже держится на контроле. И сейчас, как докладывали, основной упор делается на юго-восточную сторону, там на направление пожара, которое идет с юго-восточной стороны. Также Дмитрий Лепчиков рассказал о текущей ситуации в Момском районе. Напомню, что еще утром огонь угрожал 2 населенным пунктам. Особую опасность представлял пожар, вплотную подобравшийся к местной нефтебазе. По информации на вечер, все силы и средства Момского района переброшены на защиту поселка Хану. Чрезвычайной угрозы не наблюдается. Также в селе Буор-Сасы мобилизовано местное население и переброшены силы Якутлесресурс, которые прибыли из Якутска. Жители дома 30/1 по улице Ярославского в столице бьют тревогу. В рамках капитального ремонта в этом году в доме принято решение перекрывать крышу. Подрядная организация быстро взялась за выполнение работ и сняла покрытие. И именно после этого в Якутске прошел проливной дождь. Вода проникла в квартиры на верхних этажах, а оттуда пошла ниже. В итоге около 16 квартир в доме оказались затопленными. Люди до полуночи собирали воду, чтобы спасти свое имущество и квартиры. В скором времени синоптики вновь обещают дожди в Якутске. Подрядчики уверяют, что к тому времени завершат работы, а жильцы на всякий случай запасаются тазами и тряпками. Закрыли временное укрытие, это изоспан, тентом закрыли двойное. Вот, чтобы, временно. Это всего лишь временное покрытие. Был дождь. Вчера выше норма осадка выпала дождя, но поэтому все равно по краям дома все-таки местами в некоторых квартирах проникла этот дождь с нашей стороны. То есть составлены акты по тем квартирам, которые были течи. Но там течи разные, у кого-то больше, у кого-то меньше там. Полгода назад Чульманская городская больница наряду с несколькими другими подразделениями вошла в состав Нерюнгринской ЦРБ. В процессе присоединения административно-управленческие должности попали под сокращение. Однако не так давно на интернет-сайте коллектив больницы высказал свое негодование относительно сокращения ставок младших медицинских сестер приемного отделения. И не только. Наш корреспондент Александра Цыбикова узнавала, в связи с чем начали занижать зарплату сотрудникам. Много вопросов у чульманцев возникло еще в начале года, так как нерешаемые проблемы имеют накопительный характер. К моменту присоединения к районной в Чульманской больнице не функционировали кабинеты лучевой диагностики и УЗИ-кабинет. Они были закрыты по замечаниям Роспотребнадзора ввиду выявленных нарушений. Рентген не работает, УЗИ не работает, у меня стоит кардиостимулятор, у меня отрезан желудок, и я
При любой инфекции, заболевании, погрешностях, допустим, в питании, я куда должна поехать? В город? На сегодняшний день Нерюнгринской ЦРБ замечания Роспотребнадзора устраняются. Сейчас в поселке имеется рентген-лаборант. После трудоустройства врача-рентгенолога кабинет начнет свою работу. В приемном покое, как нам объяснили ранее, действительно в ночное время находились младшие медработники, которым был предложен перевод на другие должности в зависимости от их функциональных обязанностей. В настоящее время оформление больных в стационар в ночное время осуществляет медицинский персонал стационарных отделений. Такой же механизм работы реализован в первичном сосудистом отделении Нерюнгринской ЦРБ. Оформление больных на стационарное лечение в Чульманской городской больнице в вечернее и ночное время практически не проводится, так как работа стационара направлена на оказание плановой медицинской помощи. И мы сейчас прорабатываем вопрос о замещении этих должностей, так как предложенные должности они не согласились и были сокращены для того, чтобы там в ночное время находился какой-то работник, который бы смотрел за состоянием. Хотя там на самом деле в ближайшее время будет детская консультация, а также там на втором этаже есть весь медперсонал, поэтому такой прямой необходимости там содержать в ночное время медицинских работников в настоящий момент не имеется. Отсутствие дежурного врача в стационаре Чульманской городской больницы объясняют тем, что категория пациентов, которая проходит там лечение, не требует круглосуточного врачебного наблюдения, так как все тяжелые случаи заболевания так или иначе проходят лечение в Нерюнгри. В поселке Чульман организовано дежурство врача на дому, который при необходимости осмотра пациента в вечернее время или выходные дни доставляется на работу на специально отведенном автотранспорте в течение 10 минут. Существенных изменений, как в штатном расписании, по Чульману не произошло. Там было сокращено, получается, 22 единицы административного управленческого персонала. Из медицинских работников там только 3,5 ставки были перепрофилированы. Это младшие медсестры перепрофилированы в уборщицы. Соответственно, занимаемой должности и квалификационным характеристикам, так же, как и по всей Нерюнгринской центральной районной больнице. Никаких существенных изменений не произошло. Структура больницы сохранена, объем оказываемой медицинской помощи остался такой же. Кроме этого, районная больница прорабатывает механизм взаимодействия, при котором в случае выезда на вызов автомобиля скорой помощи за пределы поселка Чульман из города Нерюнгри в поселок будет направляться другой автомобиль скорой помощи на весь период отсутствия основной бригады. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. Нефтяники Мирнинского района переходят на газомоторное топливо. Частная компания РНГ с этого года утвердила у себя соответствующую программу. Помогли транспортники «Алроса». Первые 2 машины перевели на газ в Алмаздортрансе. Выгоду ощутили сразу. Газ дешевле в 2 раза, чем бензин и дизель. К тому же его не нужно завозить, так как добывают на месторождении сами. Затем очищают, и он поступает на заправочную станцию компании «Тасюряхэнерго», которой РНГ помогает развивать сеть газовых заправок. К примеру, одной заправки большегрузному тягачу хватает доехать до Ленска и обратно, а экономия за месяц исчисляется десятками тысяч. То, что на газу, в общем, разницы никакой нету. Тяга у нее такая же, по коням то же самое. В общем, мне нравится она. Я всем советую. Не пахнет гарью этой самой солярки. И сам чисто выглядишь не в мазуте. Сегодня на природном газе в РНГ работает 15 машин, а к концу года нефтяники собираются довести эту цифру до 122. Это планируют сделать в том числе благодаря республиканской программе расширения использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте. Она предполагает субсидирование всем, кто займется переоборудованием транспорта и строительством газовой инфраструктуры. Совершенствование системы сетевого обучения и образования – такие задачи стоят перед Алданским политехникумом. Уже сегодня у СУЗа спрос на разного вида рабочие и среднетехнические специальности в 2 с лишним раза превышает предложение. Наш корреспондент Руслан Павлов о том, как будут решать вопрос с нехваткой мест. Абитуриент Алданского политехникума Артем Панкратов вносит данные, необходимые для поступления, через портал образовательных услуг непосредственно в аудитории приемной комиссии. Хотя мог это сделать прямо из дома. Если вдруг по какой-то причине отсутствие дома компьютерной техники, или, скажем так, какие-то сложности возникают у абитуриентов по работе в программе, по заполнению, то они всегда могут прийти сюда, сесть за любую из подготовленных машин. Порталы непосредственно уже
открыты. И здесь произвести внесение своих данных в программу по учету поступающих. На горного электромеханика подал. А чем обусловлен выбор? Да не знаю, нравится профессия эта. Государственный набор на этот учебный год составляет 275 мест по 10 основным специальностям. Однако почти такое же количество специалистов разного уровня профпригодности запрашивают у Алданского техникума другие регионы страны. Мы начали получать предложения не только из города Челябинска. Мы получили предложение буквально в пятницу на той неделе от Лебединской АЭС, атомной электростанции, на предоставление, на обучение и переквалификацию от наших специальностей, которые мы выпускаем. Это как раз по так называемому направлению ГЭМ, электромеханики, на 12 специалистов, которых приглашают на работу на Лебединской АЭС с начальным уровнем заработной платы от 60 тысяч рублей. Ряд дистанционных курсов техникум уже разработал и внедрил, но совершенствованию системы сетевого обучения и образования нет предела. Именно такие задачи ставит перед СУЗами государство. Это краткосрочные курсы, это полностью курсовое обучение, которое может исчисляться месяцами и годами. При этом это обучение в нескольких видах, то есть подразумевается очное, заочное, дистантное, система экстернат, система повышения квалификации, система переаттестации, система переобучения при наличии первичного либо среднетехнического, либо высшего образования родственных и неродственных специальностей. Более того, за первое учебное полугодие специалисты Алданского политехникума совместно со студентами должны разработать и внедрить программное обеспечение по более широкому образовательному спектру профессий, переквалификаций и практик с учетом спроса на рынке труда и взаимодействием с местными работодателями. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Между тем, в Якутии продолжаются работы по подготовке к празднованию 120-летия со дня образования республики. Сегодня прошла встреча Айсена Николаева с членами рабочей группы, на которой состоялся обмен мнениями и предложениями по поводу юбилея. В начале встречи главе представили медиапроект, созданный специально к памятной дате. По задумке авторов, этот медиапроект должен в небольшом фильме уместить всю историю нашей республики. Я представил главе республики программу в письменном виде, как это должно быть к столетию республики, какие мероприятия, какие акценты сделать. Будем ожидать, что глава республики, как нам показалось, очень позитивно воспринял наши идеи. И будем надеяться, что в результате те наши идеи, замыслы, которые мы сегодня обсудили, они станут реальностью. А в Москве началась подготовка к крупнейшему в стране фольклорному фестивалю славянского искусства «Русское поле». Традиционно в нем принимают участие тысячи делегатов из десятков регионов России. В прошлом году в праздничной программе фестиваля впервые была представлена Якутия. В этот раз из-за коронавируса все мероприятия перенесены в онлайн. На сайте форума можно посмотреть на мастер-классы или увидеть выступления различных коллективов. Кроме того, организовано народное голосование по нескольким номинациям. Так, в 2 из них участвуют представители нашей республики. Это категория «Лучший туристический этномаршрут», а также якутский ансамбль «Нарули» представлен в номинации «Лучший хореографический коллектив». Проголосовать за них можно на сайте фестиваля «Русское поле». Наш ансамбль базируется в Москве, и он существует уже более 10 лет. И называется он «Нарули». В коллективе больше 8 человек. В основном это студентки, но есть еще работающие девушки, которые просто приходят, танцуют для себя. И мы очень рады участвовать в данном мероприятии. Танцы, есть якутские танцы и танцы народов Севера. И можем танцевать еще танцы других народов, других республик. И на этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.